проблема корнизна. Им показали, что купишь. Бачу Як сильно второго. Хай, ну, наишли такие, ну, значит, совершение преступления не признают. Не друстас. Я говорю, не стали казаряне, я говорю, сейчас казаряновский, но медура. Мальчик устанялака. Дальше мы вообще не медура. Именно да, Русия кудаки бегнок что шу. Дуке азбань бардош, что шу, дети бардош, было уморали да Санкт-Петербург. Питер. Я кудаки аж но болит беги. Я кудаки мода орзи фарзандош, они куда азбань раб. Дар ҳолати як ред гузарондан аз тарафи ҳукуматдорони Русия. Давлати Русия давлати бо Тоҷикистон тома наздик аст. 70 соли давлати шӯравӣ, 24 соли истиқлолияти рӯдаи Тоҷикистон бояд ба мо ҳамчун як инсон як суҳбати бародарона ки як наздик будани моро нишон диҳад. Лекин имрӯз пурра ман гуфта метавонам ки будани мо имрӯз дар Русия ҳам ӯзбек, ҳам тоҷик бо агар шаҳрвандии Тоҷикистон бошад оно қонеъ барои худ намедоранд. Ама масалан фикр кунед як кӯдаки майдаро аз пагоҳ бароварда бурда аз модар ҷудо карданд. Ҳатто сари судам набурданд. Ҷудо карданд. Худ ҳам правозащитникое ки адвокатҳо сифркунанда мегӯям дигаро ҳастанд, ба ин бора бисёр чизо менависанд. Ана ин гуфтаҳое ки фарзанди шумо ҳастанд аз тарафи Тоҷикистон бояд ба назар гирифта шавад. Ки ҳамин шаҳрванди тоҷик куҷо баромада рафт бечора? Бо кӣ муроҷиат кард? Чӣ сабаб буд? Чаро имрӯз дар ҳабсхона маҳкам шуда истодагиан оно аз тарафи Тоҷикистон ҳатто нота нест. Аз тарафи ҳукумати Тоҷикистон нисбати 11 фарзанд бод нота нест. Чунки оно агар бо қисми ҷиноятӣ гиранд, ин административное нарушение, яки уголовная ответственность. Но инҷа фақат идет административное нарушение, отсутствие соответствия патента, не имеющих договоров, или имеющих патента, не имеющих соглашения с работодателем. А причем здесь, получается, их арестовали в различных СИЗО, там Бутырка, там и третий СИЗО получается, и Матросская тишина там половину бросили. Зачем это все это происходит? Вот две девчонки сидят, они без зарплаты сидят. Кому они приехали и кто их встречал, сами они не знают. Но возникает вопрос, они же хотели кушать, вот они себе нашли работу. Ваших братьев отправили в тюрьму, то, что работал наш армян, казарянов, а это оказались, они жертвами узбечкой, так называемым посредником. Но работаешь опять в сфере торговли, перекрестка называется, или как Аша называют, различные торговцы. Они бегают, чтобы свои заработные платы получить. Чтобы получили они зарплаты свои, которые там за 2-3 месяца не получают, надо подготовить целую группу, искать это местонахождение, потом они телефоны свои отключают. Здесь куча вопросов возникает. И это сегодня видишь и вы, и все остальные, чтобы, если в тот ночь, когда ваши братья были арестованы, если оказались бы нормальные, цивилизованные таджикская диаспора или государство Таджикистан, или, как говорим, ШУРО при посольстве Таджикистан, общественный совет создан благодаря послам, в тот же ночь отправили бы на ваши просьбы наши братья арестованных граждан, появились бы адвокаты, а не со стороны государства. Сейчас ваши братья были бы на свободе. Но у нас все равно остается, у вас вопрос к нам все равно есть. Что делать дальше? Да, вот именно. Да. Вот смотрите, я вам сказал тогда, что необходимо для того, чтобы распространять эту газету. Что? Ни одна газета в Таджикистане не собирается говорить о боли и страдании таджикского трудового мигранта. Вообще о трудовых мигрантах. 11 граждан опубликованы, правильно, в газете? Их 50 тысяч подали газету, только 5 тысяч входит в Москва. У этих газет надо вам, чтобы узнали. Если вот здесь мы говорим все вместе, об этом не будет знать общество. Если мы здесь будем до утра говорить, не будет опубликовано в интернете, об этом не будет знать общество. Если говорим общество, будем иметь в виду президентов Таджикистана и России, вот то, что сейчас записано, они должны знать, где находятся 11 пацанов, молодых парней Таджикистана. Они в тюрьмах, господин президент. Они не совершили преступление. Они находятся в различных СИЗО. Поэтому сегодня мы хотим довести до руководства Таджикистана и России, что за это бесчеловеческое отношение, что за это беспредельность происходит. Сайт Таджмигрант опубликовал. Ни один сайт, ни ТОП-ТГ, ни даже касается Радио Свободы, Радио Зоди, других независимых газет в Таджикистане абсолютно о вас речь не ведут. Якобы вас нету. Нет ничего, даже про вас написано на сайте Миграционной службы Таджикистана.
Что делать надо нам дальше? Еще раз говорю, что совместно мы идем, встречаемся с адвокатами, когда нам удобно. Да. Если адвокаты считают, что надо на всех подготовить ходатайство, даже в одну, если надо, мы заплатим еще там, куда деваться, им заплатим, чтобы они действительно принимали участие в тех возможностях, которые, соответственно, будут ходатайство со стороны адвоката судью, что это их невиновность и подлежит они освобождению. Вот надо думать, почему он приехал сюда, столько денег потратил, где работал, тогда надо было спецприемник отправить, а не в тюрьму. Мы открываем телеканал наших мигрантов в России. Если этот канал, телеканал мы не будем открывать, не будем знать девочек, где работает. Не будут знать его хозяин, что это просто дети не будут знать, что они уже не брошенные дети поют. Это нормальные дети, это нормальные девочки Таджикистана, независимо от национальности, приехали в Россию. В конце концов, у них что появляется? Какая-то будет опора, надежда появится. Вот это телевидение будет открываться. Чтобы вы выступали, где наши братья? Будут там споры, будут юристы ваши, правильно? Об этом будем знать, как нам дальше жить. Жить так, как раньше, нельзя так жить. Вот посмотрите, все у нас есть. У нас есть представители Таджикистана в дипкорпусе, у нас есть представители Таджикистана миграционной службы, у нас даже МВД, если находится. У нас находятся торговые представители в крупном здании, находятся на Скатертном переулке. У нас находятся поезда представителей, авиакомпании. Ну, над нами все смеются уже. Даже в том же аэропорту, посмотрите, что происходит с нами. Спецприемники забиты одними таджиками. Я не скажу, одними таджиками забиты спецприемники. Разные Таджикистана. По 5, по 6, по 7, 8. Тюрьмы забиты практически каждый 10-й таджик. Если мы будем объединяться и решать общие наши задачи, имею в виду то, что вот этих подобий не были, дальше другие, которые приезжают, и приезжает таджик в Россию, то сегодня можно на что-то надеяться, вот будем работать совместно, чтобы сохранить лицо нации. Продление было. 7-го было продление у нас. Больше- Когда мы ходили? Больше не будет. Вот Нет. на апелляцию дали. Если продление закончилось, то продление следующее, они должны их вести в суд. Те вот, которые адвокаты со стороны государства, которые наши ребята некоторые наняли, одна Не дала наняли, апелляцию, будет суд, Мосгорсуд. Но они говорят, что их не будут в суд. Нет, их не будут, потому что апелляция рассматривается без участия. Да, без участия, без ничего. Ну, вот что имейте в виду, что 4 человека или 5, которые находились внутри ангара, которые они работали, а есть еще 5 человек, которые приехали в тот же день их загружать как бы халтура. И есть 1 человек, который приехал в тот же день навещать брата. Вот утром приехал, да, парень? Следователь сказал, можно же определить по миграционной карте, когда да, он он приехал, даже когда не, он... не Вот это зарегистрирован. тоже можно было учесть? Я вам говорю, У него что на руках мы даже должны были билет. больше свидетелей. Они даже не хотят слушать, они даже не хотят брать в то, что там является отец-одиночка, который единственный кормилец. Она даже не Нет. хочет об этом слушать, судья. Если наши избранные президенты и Узбекистан, и Киргизия, ну Киргизия же более-менее там стал, по-моему, Таджикистан, Узбекистан в частности, если они вели себя, называемые так, как люди, которые сегодня за них давали голоса их отцы и матери в Таджикистане, а их не сыновья в России, да? Они хотя бы требовали с руководства России, так нельзя дальше, тогда в таких моментах российское руководство бы позадумался, что президенты дают о себе знать. Видишь? У них голос услышан даже, но молчание. Вот это молчание у нас что получается? Во всех этих сферах, которые у нас нарушение идет. Смерть ребенка или отрезанная голова получается. У нас только это нота. Вы поймите, что когда-то нас обещали, там все завтра будет коммунизм. Что эта нота таджикская даст по отношению к российскому? Да ничего не даст. Наши ребята дали показания, то, что мы делали, то, что они нам сказали. Они клеили там, они разливали, но следователь говорит, они же это делали в здравом смысле. Но я им говорю, Это то, в процессе судей, значит, все решается. Я говорю, ваших братьев никто отпускать не будет, потому что уже они в СИЗО. Да. Если их отпустить, тогда надо туда закрывать 5 человек из сотрудников полиции. Но в суде я уверен, что ваших братьев, с вашей помощью, с нашей помощью, с общественной помощью, ваши братья будут на свободе. Вот будем работать совместно. Спасибо вам, что пришли. Я все рад вас видеть.